Здравствуйте всем! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания на песке для вас. Дорогие мои зрители, гости, подписчики, всех вас хочу поблагодарить за ваши лайки, хорошие добрые комментарии, за ваши донаты. Земной вам поклон. Давайте сегодня сделаем отсыпочку на вас. А тема будет такой. Какое событие в ближайшее время поменяет вашу жизнь? Если тема интересна, загадайте, пожалуйста, на себя, назовите свое имя, так и спросите, какое событие в ближайшее время, либо в скором будущем поменяет всю мою жизнь. Я думаю, все уже подготовились, настроились. Давайте будем смотреть. Я выбираю Назар. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Так, интересно. Здесь идет предложение. Событие, вот самое главное, яркое предложение. Вам будут предлагать. Кому-то будут предлагать работу, кому-то обучение, кому-то переезд, поездку, может быть сотрудничество, какие-то заказы, что-то купить, что-то продать. То есть идет вот главный посыл, это идет предложение. Приняв это предложение, вы действительно, вот даже если оно несущественное, вы действительно меняете жизнь. Причем меняете как-то диаметрально противоположно. То есть, например, да, вы сейчас своей жизнью недовольны, есть какие-то проблемы, есть какое-то вот ощущение там тяжести, да, вот по жизни. Принимая это предложение, вы как будто бы переходите, да, из темной стороны в светлую сторону. То есть запускается какая-то цепочка событий, очень, кстати, ярких, насыщенных и радостных для вас. Предложение, кстати, последует в ближайшие 7-10 дней у вас идет предложение. Даже, еще раз повторюсь, даже несущественное предложение в силах запустить цепочку перемен. У вас дальше вот все идет по цепочке, понимаете? Вот одна перемена за другой, одно событие другое подтягивает. То есть вы как плавно переходите с одной точки на другую. Вот какой-то бесконечный такой переход у вас идет. И в процессе вот этой цепочки, да, ваша жизнь, она становится все ярче, все краше, все лучше, все добрее, все веселее. Знаете, вот как если рано утром выйти на рассвете, да, вот пока ты идешь, солнце начинает над головой всходить, и приходит день. Вот и у вас так вот похоже. Сразу хочу сказать для женщин. Вот у меня вышла женщина-невеста. Невеста. Кому-то прям предложение идет руки и сердца. То есть, вступив в брак, либо согласившись вступить в брак, женщина кардинально меняет свою жизнь. Кстати, невеста у меня идет при параде. То есть она в красивом платье, какая-то невероятно красивая прическа. Кстати, для женщин, вот девочки, которые в определенном уже возрасте, не девочки, да, уже там, как я, да, там 40 там, плюс и дальше. Смотрите, вот сразу хочу акцентировать внимание, здесь мужчина какой-то вышел, не местный, он либо откуда-то издалека приехал, либо он вообще иностранец. И у вас с этим человеком какое-то очень необычное знакомство, либо через интернет, либо через людей даже, может быть, да, вот как вас познакомят с этим человеком. Либо просто даже, да, на улице там случайным образом вы с тем человеком, там, не знаю, он на ногу вам наступил, либо вы ему. И вот так вы познакомитесь. Вот человек вас будет забирать из вашей жизни, в которой вы сейчас живете, в которой вы привыкли, как в новую жизнь вас забирает. И вам будет очень страшно. Сразу говорю, я вижу, что у вас страх.
как всю жизнь прожила, привыкла, да, как я вот все поменяю. Не бойтесь, не бойтесь. Это очень классная перемена. Вы не только свою жизнь поменяете к лучшему, но и деток. Вот если у вас есть детки, там, родственники, с кого переживаете. Я вижу, что сначала одна женщина идет, а потом еще за ней подтягиваются несколько человек. Понимаете, вы вот и родственников своих тоже подтянете. Вы не только себе жизнь меняете, но еще для своих родственников меняете. Главное не испугаться. Вот если вы не побоитесь принять это предложение, все будет замечательно. Да, там будут какие-то свои узкие моменты, что-то вот какая-то будет напряженочка, может там с документами. Да, в принципе, да, вот если иностранец, то вообще страшно, да, что в той стране жить, смотри, какая страна попадется. Но здесь вам четко сказали, что плохо не будет. Наоборот, вы жизнь улучшаете, и еще 2 человека с вашей стороны, кто подтягивается, они тоже свою жизнь благодаря вам, либо благодаря этому мужчине, да, улучшат. Вот так идет. Но невеста мне 100% вышла. Девчонки, замуж идти. Здесь, кстати, как и новое вот знакомство для брака идет, так и мужчина, который был рядом с вами, может наконец-таки решиться и сделать предложение, сказать: ну все, женимся. Женимся, я хочу, чтобы ты была красивая, в платье, с процессом, там, с музыкой, с кольцами, с голубями, там, с разукрашенными там гостями, все, чтобы было у нас вот как у людей. Будет предлагать. То есть человек был один, такой вот какой-то весь покоцанный, несчастный, в такой вот коленопреклонной позиции, да, а тут уже 2 человека очень веселые, активные, очень красивые. То есть такое еще предложение идет. Еще по работе вот какое-то идет очень необычное предложение. Предложение того, что вам либо смешным покажется, то есть вам будут предлагать, а вы просто посмеетесь, скажете, что за ересь, да? Либо предложение того, что для вас совершенно неведомо. То есть вы даже, не то чтобы об этом не думали, вы даже не представляли, что такое может быть, да? Что можно выполнять такую работу, либо что такой вид деятельности кому-то там интересен, важен и нужен. Как бы это все выглядит как абсурд и цирк, а на самом деле там такие вот, знаете, прям залежи ресурсов материальных, кстати, да, для вас. Очень, кстати, интересно. Особенно отыграется у людей, которые в каком-то профессиональном застое, что ли, да. То есть человек профессионал, человек мастер, работает, пашет, рубит, а отдача просто нулевая, либо вообще минусовая идет. То есть человека не ценят, не принимают. Знаете, как, да, иди отсюда, да, так относятся, да, на вашей работе. При этом вы как лошадка, понимаете, вы лошадка, которая все на себе тащит. Вот вам будут предлагать. Причем предлагать вам будет человек, такой, знаете, для вас человек будет просто какой-то маргинал, может так выглядеть будет, а может, в принципе, да, почему-то вы к этому человеку как к клоуну отнесетесь. Может быть, из-за этого предложения, может, действительно человек так и выглядит, там, яркий, какой-то неординарная личность. А может быть, это человек медийная какая-то личность. То есть вам будут предлагать, и вам будут говорить: давай, вот готовы тебя принять, помочь, обучить, как-то вот поддержать. А вы послушаете, скажете: от маргинала предложения не хочу. Не отказывайтесь. Абсолютно. Тут, понимаете, такой шанс для вас не только заработать денег, но и как-то возвыситься, вот, получить какую-то вот лидирующую позицию в работе, в деле, да по жизни, да, вот наконец-таки стать не аутсайдером, лузером, а победителем, героем. Вы должны согласиться. Хотя бы попробуйте. Хотя бы попробуйте. Смотрите, что скажу. Вот вы такой человек очень прагматичный. В принципе, такая серьезная, стабильная позиция по жизни. Вы звезд с неба не ловите, нет. И вот эти вот там синицы в руках для вас это как благо. Да? Журавли, вы даже на них не смотрите. А здесь вам, скорее всего, и будут предлагать звезду либо журавля. Здесь надо согласиться. Тем более от вас ничего не требуется, кроме вашего согласия, и как бы вашей головы, ваших рук, вашего мастерства. Поэтому принимайте, соглашайтесь, это очень классно. Это то, что может, не то чтобы поменять вашу жизнь, а действительно вас возвысить.
то, чего вы действительно достойны. Да, может быть, форма какая-то не такая, да, может быть, человек там интересный, да, мягко скажем, но надо согласиться, мои хорошие. Так, что еще? Здесь у меня вышла какая-то борьба, противостояние, борьба. Смотрите, здесь больше похоже на женщину и мужчину, которые вместе, в паре, в браке, возможно. Либо пара-брак, либо отец, дочь, может быть, какой-то мужчина вот в семье, там, дедушка, я знаю, там, старший брат, может быть даже сын. Здесь мужчина пытается женщиной как-то вот командовать, руководить, управлять, навязывать ей свое мнение, свою волю. То есть, типа, ты женщина, знай свое место, а место твое на кухне у плиты, да? Вот там и сиди. Такое очень отношение домостроевское идет от этого мужчины. Хотя мужчина сам по себе, ну, мягко скажем, такой, да, не совсем реализовался, да, если не реализовался вообще, он как бы на женщине отыгрывается. То есть как будто бы вымещает вот это свою неудовлетворенность жизни, он вымещает на женщину. То есть как будто бы она во всем виновата. Вот что бы где ни случилось, там, да, кто-то где-нибудь там пукнул, извините, на другом конце города. Кто виноват? Ага, вот она виновата. И вот на вас вот как будто бы все камни летят от этого мужчины. Он как бы привык к этому. Тиран, там хочется сказать, домашний тиран. Значит, девушки, женщины, кто вот в этой ситуации, я вижу, что вы слишком много власти дали этому человеку. Кто в этом виноват? Виновато ваше воспитание, виноваты ваши взгляды на жизнь. Вы не хотели этого, нет. Вы хотели просто семейного счастья, да? Вы хотели, чтобы в доме было все хорошо, там, среди близких людей. И вы очень податливая, мягкая. Вы пытались сглаживать эти острые углы, чтобы не было конфликтов. А вместо сглаживания, да, у нас наоборот какие-то прям айсберги выросли. И вы постоянно о них колитесь, да, шипы. Значит, мои хорошие, пришло время дать вам бой. То есть показать, кто вы есть на самом деле. Насколько вы сильная, насколько вы стабильная и независимая. Вы этого мужчину должны поставить на место. Причем не спорами, скандалами, там, да, а вот каким-то своим поведением. То есть если вы всегда на все соглашаетесь, там, он только рот открыл, вы уже там сникла, убежала, в подушку плачет, то здесь поведение нужно менять. Вот здесь от вас какой-то поступок требуется. То ли вы на работу должны устроиться, то ли вы должны действительно с этим мужчиной не согласиться, либо менять свое поведение, да, там, не убегать, не плакать, а вот гордо поднять голову, посмотреть в глаза и сказать: иди ты дальше, да, не трогай меня. Вот я буду делать так, как я считаю нужным, как это правильно, а не так, как ты, самодур, тут себе придумал. Я вижу, что такие мысли уже в вашей голове были. Я вижу, что вы уже вот где-то морально к этому готовы. Вы боитесь его реакции. Вы думаете, что он там начнет беситься, еще хуже будет. Не будет. Не будет абсолютно. Ваша реакция его отрезвит. Вот ваша реакция действительно запустит глобальные перемены между вами. То есть человек, он знает, кто вы. Он знает, кто вы, на что вы способны. Он вас на самом деле боится. Зачем он вас гнобит? А чтобы вы голову не поднимали. Чтобы действительно вы не осознали, кто вы есть на самом деле. Я вижу, что вы... вы уже полны решимости, если честно, на самом деле. Вот вы ему скоро вот все прямо и скажете. Вот какое-то ваше поведение такое вот серьезное, такое воинственное, я бы даже сказала, да. То есть воевать вы, конечно, с ним не будете, и драться вы с ним не будете, ругаться не будете. Но вот как-то вы о себе так громко заявите и нестандартно, да, вот как не испугаетесь его, и все в ваших отношениях все поменяется. Потому что мужчина на самом деле к вам очень привязан. Для него самый большой страх в жизни – это вас потерять. То есть вы с этим человеком после вашего такого демарша вы меняетесь местами. То есть вы входите в позицию, да, хозяйки дома, королевны, а он уже пажиком вокруг вас будет крутиться. Да? Вот что госпожа пожелает, то я и буду делать. Я могу лишь только предположить, да, что какое-то ваше нетипичное поведение сможет все поменять. Причем поменять как-то одномоментно.
Смотрите, если до этого он на вас крест накладывал, то есть это как ваша тяжелая доля была, то теперь дальше он понесет этот крест сам. Именно таким образом идет. Так, дальше, мои хорошие. Здесь у меня идет беременность. Смотрите, вот история мужчины и женщины. Не то чтобы они очень хотели быть вместе, ну, скорее они как бы вместе находятся, у них есть проблемы, у них есть очень много каких-то нерешенных вопросов. Хотят ли они брака, я сомневаюсь, я не вижу, чтобы они хотели брака, они просто, ну, как встречаются, общаются, у них как все по накатанной идет. Даже скорее больше думают, чтобы, ну, женщина, по крайней мере, да, может быть, думает, что мужчина ей не совсем подходит, может быть, там расставаться надо, может быть, кто-то еще у нее там на примете есть. Ну, у каждого своя ситуация. Вот. Ну, несерьезно друг к другу относятся, честно. Что мужчина, что женщина, тут одинаково. Какое-то зеркаление идет. Вот у женщины идет беременность. Беременность. Беременность как знак, что вы должны быть вместе. И для мужчины, понимаете, для мужчины это тоже будет знак, что да, это моя женщина, и я должен быть серьезным, я должен быть ответственным, я должен стать мужиком. То есть здесь от случайной беременности сформируется настоящая семья. И эта семья, она очень прочной будет. Вот вы рука об руку проживете всю жизнь. Вот пойдете по жизни и будете идти друг друга поддерживать. То есть, в принципе, да, ничего не предвещало. Вы друг к другу очень легко, поверхностно относились. И вот забеременев, вот вас таким образом судьба навеки свяжет вместе вот в пару. Вы никогда не пожалеете о том, что вы вместе, так же, как и мужчина не пожалеет. Очень крепкий союз формируется. Это действительно очень серьезная перемена, потому что вы не только будете любить друг друга, но вы и дружить с друг другом будете. Это крайне редко, когда в паре люди имеют дружбу. А поверьте, дружба, она иногда и посильнее, чем любовь бывает. Это то вот залог, база, да, на которой семья растет и приумножается, расцветает, улучшается. Вот у вас это будет беременность. Ребеночек, ну как ключ к новой жизни у вас идет. Так, еще, мои хорошие, здесь предложение для женщины, связанное вот с какой-то работой. Работа с людьми, работа с детьми. Вот с кем-то работать будет женщина, ей будут предлагать. Может быть, вы работаете уже, да, в этой сфере, в этом секторе, а может быть, вы только об этом думаете. Но вот вам будут предлагать. Вам почему-то от этой работы идет как, ну, скажу, как вижу, тут как имущество идет. Имущество. То есть, может быть, вы за кем-то досматривать будете, либо вам будут предлагать досматривать. И потом вам прям в руки дом идет, понимаете? Дом, квартира, да, ну что-то очень серьезное. И еще вот хочу сказать, да, кто будет работать в семье, в чьей-то семье, либо с детьми, с чьими-то, то здесь еще и личная жизнь у вас может подтянуться. То есть через это предложение работы, вот связанное с людьми, детьми, там, пожилыми людьми, у вас личная жизнь подтягивается. Будет устроена личная жизнь. То есть женщина у меня в доме хозяйка. Ну, жена, понимаете. А у кого-то идет вот имущество. У вас от получения этого имущества идет прям большая радость. Может быть, очень выгодно сможете продать. Может быть, какое-то дорогостоящее имущество. Может быть, в принципе, у вас своей крыши нет над головой. То есть своего дома нет, своего угла. А вам вот, пожалуйста, достанется. И вам как-то легко будет, потому что вы в правую сторону смотрите. Вы будете работать в удовольствие. То есть вам будет нравиться то, чем вы занимаетесь. Вот так, мои хорошие. Берегите себя, соглашайтесь на предложения, которые вам будут поступать, потому что вашу жизнь, либо вы свою жизнь можете поменять только лишь через то, что вам предлагают люди. А люди вам будут предлагать не просто так, а по велению высших сил. Потому что у вас, я вижу этот знак, у вас все идет от высших сил. И людей к вам будут подсылать, и предложения вам будут давать. Знаете, как вселять в людей мысли, чтобы вам предложить. Ну, это такая вот помощь от высших сил, чтобы действительно у вас все поменялось и улучшилось. Мои хорошие, на этом все. Спасибо за внимание. Всем пока-пока.